Живопись, музыка, проза и поэзия всегда были неразрывно связаны. Особенно глубокий интерес к слиянию этих видов искусства возник в XIX веке. Именно этому явлению был посвящен литературно-музыкальный вечер «Рисующая поэзия» в Национальной научной библиотеке. Зрителям представили репродукции работ известных литераторов – Пушкина, Лермонтова, Сухомлинского, Белого. Чтобы описать прекрасное, художники использовали не только слова, но и краски и кисти. Также работники библиотеки подготовили интересную презентацию, читали стихи и демонстрировали картины поэтов. К примеру, у Лермонтова было 11 картин маслом, 51 акварель и множество рисунков. Приняв участие в проекте «Литературная симфония», каждый может почерпнуть для себя новые знания. Как известно, многие выдающиеся поэты рисовали, и второе их предназначение, художественное, очень большую роль сыграло в их творческой биографии и значительно обогатило их палитру. Это, допустим, Сергей Городецкий, Велимир Хлебников, Андрей Белый, Александр Блок, Максимилиан Волошин, всем известный, наверное, конечно, художник. И очень интересен такой факт и знаменателен, что Кавказ для многих из них послужил источником вдохновения и не только в их поэтическом творчестве, но и стал таким побудительным мотивом к созданию рисунков, графических, живописных и так далее.